Bir güzel ilk yaz gününü bize başlar 2022 yıl. O da olsun uslu hem de her bir insanın canında bugünkü günde olsun. Sadece sıcak duygular, bunu her birine dilerim. Mart'ın 8'i gün açan kutlanılır. Bütün dünyada karların günü. Bugünkü günde anılır o karlar angıları işlerler. Sosyal uğrunda, politika uğrunda, ekonomika uğrunda, kültüra uğrunda. Hepsi o karlar angıları uşaklarını büyüderler, unukalarını bakarlar. Hepsi o karlar angıların var geçmişi, geleceği hem de şimdiki zaman. Подарок приготовил? А ты? А я приготовил в подарок цветы. Я обещал ей всегда помогать. А я обещал не огорчать. В солнечный день улыбнется она. Не сказку читает, а надо познать. Сегодня я крепко ее обниму. А я свою мамочку очень люблю. Мама, это свет, мама, это солнце, мама, доброта, мама, сердце бьется, мамочка моя, самая родная, ты сама любовь, лучшая такая, такая. Ты знаешь, быть мамой не просто, скажу. А я играть с мамой очень люблю. Волнуется часто она за меня. А с мамой моей в дом приходит весна. Мама дает тепло и покой. Мамочка любит меня всей душой. Первое, что говорит человек. Мамочка, слова дороже нам нет. Мама, это свет, мама, это солнце, мама, доброта, мама, сердце бьется, мамочка моя, самая родная, ты сама любовь, лучшая такая, такая, такая. Мама, это свет, мама, это солнце, мама, доброта, мама, сердце бьется, мамочка моя, самая родная, ты сама любовь, лучшая. Мама, это свет, мама, это солнце, мама, доброта, мама, сердце бьется, мамочка моя, самая родная, ты сама любовь, лучшая такая, 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 такая. Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю всего самого наилучшего, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы у вас было все идеально. С праздником вас! Дорогие девочки, женщины, бабушки, поздравляю с 8 марта вас. Желаю счастья, здоровья, всего самого наилучшего, чтобы в этот день у вас все сбывалось и чтобы вы отдохнули хорошо. ...2022 yıl ilk yaz karların günü. Gün hangisi getirir bize hem ilk yaz sıcaklığını hem güneşi canımıza. Onda savaşacağız korutma makar bugün de çünkü karların günü bugünkü günde bakılır. Bakmadan ona hani yanaşık devlette gider kimi kötü olaylar ama yardım için angıları bugünkü günde var bizim devletimizde. Bizim regionumuzda. Bunun için de biraz laf edeceğiz. Hem de yıllık misafirimiz bu yortulu günde bizimle birlikte Svetlana Georgieva. Laf edeceğiz biz Rus dilinde. Bunun için Rus dilinde de tanıtacağım. Директор регионального центра реабилитации жертв насилия в семье АТО Гагаузия. Светлана, доброе утро. Здравствуйте. С праздником вас, женским. Спасибо, спасибо, взаимно. Очень рада видеть радость в глазах
пусть она с каким-то отблеском боли, но и тем не менее, сегодня женский праздник. И начинаем это доброе утро именно с вас. Поддержка сегодня, в поддержке нуждаются сегодня, ну, наверное, правильно сказать, те люди, которые покинули свои дома, и сегодня они нуждаются в поддержке соседей, да, в той теплоте, которую оказывает и наше население, население Молдовы, население Гагаузы. Вы непосредственно причастны также к этому. Вы работали в разных направлениях, и в частности это была поддержка помощью. Работали и в Бьязгюль, и в Сислап работали. Как думаете, это случайно так складывалось в жизни, что вы как женщина, как руководитель работаете, помогая людям, либо все-таки это призвание ваше в жизни? Ну, знаете, человек, когда находится на пути, изначальном пути карьерном, да, либо выбора профессии, всегда ты задумываешься о том, что кем же я стану, да, какой путь работы я выберу для себя и чего я хочу достичь в итоге. Так вы знаете, вот изначально я очень благодарна Богу, что когда я только поступила в Камрадский государственный университет на кафедру экономики, специальность менеджмент, я стала волонтером в неправительственной организации. Я была волонтером, и в итоге я поняла, что мне нравится помогать людям, и что я от этого получаю определенное удовольствие, да, что я могу чем-то поделиться и чем-то могу быть полезна обществу. И вот когда я была волонтером в неправительственной организации, мы работали с социально уязвимыми слоями населения, помогая этим людям, вы знаете, я чувствовала, что я заряжаюсь некой энергией, да? Но для того, чтобы зарядиться этой энергией, ты ее копишь, ее нужно отдавать. И вот я с великим удовольствием отдавала вот эту позитивную энергию. Откуда копили эту энергию, чтобы ее отдавать? Я копила от тех глаз, добрых глаз людей, которым я помогла. Я копила от тех добрых слов, которые я получала. Я копила от тех приятных эмоций, которые не нарисуешь, которые не воссоздашь, да, когда у тебя что-то негативное происходит внутри. Я копила за счет этого. И вот вы знаете, когда я работала волонтером в этой общественной организации, мне тогда спросили, а не хочешь ли ты самореализоваться как специалист в определенной сфере, да? И так как я училась на кафедре экономики, я попробовала себя в роли бухгалтера, экономиста. И вот так началась моя трудовая деятельность. Но все-таки я поняла, что цифры — это классно, цифра — это интересно, но цифры — это не мое. Я могу общаться, я могу коммуницировать, я могу быть полезна чем-то в другой сфере, да, нежели все, что связано с цифрами. Но в любом случае я закончила Камрадский государственный университет, мало того, я не остановилась на достигнутом, я пошла потом, получила степень магистратуры в области социальной защиты, специалист по защите прав ребенка, да, и вот я понимала, что все-таки моя стезя, она больше социальная. Вы несколько раз подчеркнули, что вы черпаете энергию от тех глаз, добрых глаз, от тех спасибо, которые были неоднократно звучали, от той теплоты, которую вы получаете от людей взамен. Но вы в данном случае, отдавая эту энергию, даря себя, вы отдаете частичку себя. Пустота потом чувствуется внутри. Чем же восполняете ее? Вы знаете, есть уже давно изведанный, да, такой термин, как синдром сгорания. К большому сожалению, я прошла через него. Было действительно очень сложно. Сложно на каком этапе? Да? Когда ты применяешь принцип «догони и причини добро». Это негативно сказывается на самом деле. То есть какое бы у тебя большое сердце не было, если человек не готов, да, что-либо менять в своей жизни, притом ты на уровне подсознания понимаешь, что вот есть выход из данной ситуации, нужно просто чуть-чуть приложить какие-то усилия, и да, все изменится, все будет совсем по-другому. Но когда человек не готов, и ты стараешься как-то что-то сделать вне его воли, да, добро мы не говорим про зло, в итоге ты понимаешь, что вот стоп,
надо остановиться, надо преодолеть это все. И вот эта вот внутренняя пустота, она накапливается не только единично, точечно как-то, да, это происходит какой-то комплекс определенных событий. И вот то самое страшное ощущение пустоты, оно самостоятельно, честно, я не могла выйти из этой ситуации. Я черпала информацию, я информировала в социальных сетях, я проходила различные тренинги психологии, да, я слушала различных экспертов. В итоге я смогла преодолеть это все и пойти дальше, не закрыться, а наоборот еще больше открыться и почувствовать, да, что есть люди, которым нужна моя помощь, я смогу каким-то образом помочь им. Вы не видите себя в этом мире без живого контакта с людьми. И были ли, есть ли сегодня те люди, которые вас поддерживают в вашей профессии, в вашем призвании? Конечно же, это моя семья. Моя семья — это мой тыл, это мое все, это мое небо, это мой воздух, это все абсолютно. Конечно же, если бы у меня не было какой-то психологической, да, помощи со стороны семьи, то это было бы намного сложнее. Меня всегда супруг поражается, говорит, ну вот как возможно, вот ты же решаешь чьи-то проблемы, ты же помогаешь, как ты можешь справляться с этим? Я говорю, я справляюсь за счет того, да, что я самообразовываюсь, это раз, за то, что я научилась абстрагироваться от того, что происходит, я прихожу домой, я тоже черпаю эту энергию от своей дочки, от своего сына, от своего супруга, которые чувствуют заботу, которые я чувствую ласку, и в принципе это мне помогает. И вот этот вот тыл, это вот то самое ценное, что происходит в моей жизни, и благодаря чему я стремлюсь идти вперед. Вы около 15 лет являетесь руководителем. Трудно ли совмещать руководящий пост и семейный пост? Я бы сказала по-разному, да. Бывает и трудно, бывает незаметно, бывает легко. Ну и опять-таки возвращаемся к тому, что очень важна поддержка близких мне людей, да, моей семьи именно. Есть определенные, да, стереотипы в семейных ценностях, в семейном очаге, можно сказать, да, что там жена должна, чтобы там дома все было чисто, идеально, сготовить, приготовить. Спасибо моему мужу за то, что он принимает то, как оно есть. Успела сготовить, сготовила. Не успела, пожарили яйца, сварили пельмени. Дочка очень сильно мне помогает, ей уже скоро будет 18 лет, она просто большая умничка. Она вот то женское начало, которое нужно, наверное, каждой маме, которое она вкладывает, да, в своего ребенка, может быть, проецирует свое подобие определенное. То есть я вижу, что моя дочка, она человек, который меня понимает и говорит: мамочка, что мы сегодня будем кушать? Я сготовлю, ты только скажи. То есть это ребенок видит, да, всю нагрузку, особенно сейчас, в нынешней ситуации. Она помогает, она открыта, за что я ее очень сильно люблю, безумно люблю. Светлана, вы с многими женщинами сталкивались, с девушками, с женщинами в возрасте. Женщины 21 века, они какие? Каких женщин вы видите, каких знаете? Да, хороший вопрос. Да, мы видим, что тенденция меняется. Мы видим определенные призывы, да, к гендерному равенству. Мы видим определенные лидерские качества со стороны женщин. Да. Мы видим изменения, да, что касаемо женщин, да, в обществе. Да. У нас президент женщина, у нас Башкан женщина. Мы видим, что меняется. Но я вам хочу сказать одну очень важную вещь, что как бы ни менялось общество, какими бы позициями, да, лидерскими качествами не владела женщина, в любом случае ее изначальные азы, да, это любящая мама, это хорошая жена, это подспорье определенное для супруга, да, то есть оно остается всегда. И вы знаете, самое важное в этой ситуации — не забывать об этом, да, не терять то ценное, которое дано нам, и научиться совмещать это. Потому что это на самом деле очень сложно, но это очень важно, и другой вопрос — это возможно. Сегодня, даже в праздничный день, я знаю, что вы спешите снова оказать помощь людям, которые нуждаются в этом. Не буду вас задерживать. Единственное, что поздравлю вас с сегодняшним Международным женским днем.
Пусть эта энергия, Спасибо огромное. она не иссякает, пусть ваши глаза всегда улыбаются, смеются, и вот этот посыл положительный, позитивный, который вы несете в масс, пусть вдвойне возвращается вам вашей замечательной улыбкой. С праздником. Спасибо, взаимно. Но я хочу напомнить нашим телезрителям, что с нами это утро, праздничное утро, начинала Светлана Георгиева, региональный центр реабилитации жертв насилия в семье АТО Гагаузия. Sesle anacığım, ne ben söyleyeceğim, ne ben yalvaracağım sana mamo. Prost et sen bizi, prost et hepsimizi, prost et yalvarırım sana mamo. Prost et sen bizi, prost et hepsimizi, prost et yalvarırım sana mamo. Eşsinin oğlum, 3 takış yazın, hepsini baktın sen mamo. Hepsini baktım, hiç ayırmadım. Zerek hepsi derler sana mamo. Hepsini baktım, hiç ayırmadım. Zerek hepsi derler sana mamo. Güzeller ağlar, ta büyükler düşer. Hızlı orayı giderdin mamo. Kim büyüğü düşmüş, ta küçük kaçmış. Hepsini yetiştirerdin mamo. Kim büyüğü düşmüş, ta küçük kaçmış. Hepsini yetiştirerdin mamo. Yıldızlar söner, hesaba gelir. Dinlensene sen biraz mamo. Bir çocuğun zorda, kış yazlığında uzakta. Hepsini sen düşünürsün mamo. Bir çocuğun zorda, kış yazlığında uzakta. Hepsini sen düşünürsün mamo. Vakitler geçti, uşaklar büyüdü. Yuvadan çıkıp gittiler mamo. Bir kış yazın kısmeti, küçük çocuğun evlendi. Gene düşünme sana var mamo. Bir kış yazın kısmeti, küçük çocuğun evlendi. Gene düşünme sana var mamo. Daha yıllar geçti, kahırlar kaldı. Bizim uşaklar büyüdüler mamo. Babusu onlar, hepsi sana derler. Sen de sevinirsin ona mamo. Babusu onlar, hepsi sana derler. Sen de sevinirsin ona mamo.
Женщины 21 века преуспевают везде. Сегодня женщина и в политике, и в бизнесе, и в экономике, и многие творческие личности нашли себя в искусстве. Гончарное ремесло в Гагаузии очень редкое, хотя и очень древнее ремесло. Единственная женщина-гончар в Гагаузии на сегодня известная — это Ульяна Трандафилова. С ней мы продолжим нашу программу утреннюю и, конечно же, покажем те изделия, которые эта хрупкая женщина своими руками изготавливает. Ульяна, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Очень хорошее. Спасибо за приглашение. С Международным женским праздником вас поздравляю. Спасибо. Вот этот позитив, вот этот посыл в ваших глазах, который виден сегодня, пусть он не потухает никогда, и пусть эта улыбка дарит тепло всем тем, с кем вы общаетесь, с кем вы трудитесь, работаете, ну и, конечно же, нашим телезрителям. Спасибо большое. Вас тоже с праздником. Спасибо большое. Женщина в ремесле. На вас, когда смотришь, утонченная, стройная, галантная, искусная женщина, но чтобы ваши эти руки вот выполняли все то искусство и творчество, которое у нас на нашем столе, особо не верится, хотя вы уже и на международном уровне показали то детище, которым вы занимаетесь, которое вам близко, свою профессию воплотили в реальность, в жизнь. Я знаю, что глина очень удивительный материал, теплый, нежный, податливый, который может превратиться во что угодно. Это мы сейчас видим на нашем столе. От примитивной, на первый взгляд, детской игрушки до удивительной вазы или изящного подсвечника. Глина на самом ли деле такой теплый и нежный материал, как женщина? Да, Светлана, правильное сравнение привели. На самом деле, наверное, так и есть, потому что этот материал, он из недр земли достается в первозданном, можно сказать, состоянии, и мягок, и в то же время после обжига становится прочным, и податливый, и в то же время прекрасный. Поэтому, да, ты правильно сравнила, можно сказать, с женщиной, с стойкой женщиной, изящной, хрупкой, нежной, но в то же время твердой, несущей на себе большую ответственность. Поэтому глина на самом деле очень прекрасный материал, один из лучших материалов, который можно использовать для творчества, для развития искусства, потому что это экологический материал, это первозданный материал, он добывается. Его у нас достаточно много здесь, именно в Молдове. Это самое большое, самое богатое полезное ископаемое. Оно на самом деле полезное. И глина вокруг нас. В доме мы ходим по глине, мы живем в глиняных домах, мы едим из глиняной посуды. И все зависит от того, под каким углом зрения смотреть на этот прекрасный материал и что из него делать. Я видела вас за этим гончарным кругом, как вы работаете. То, как вы себя отдаете своему делу, и то, во что превращается простая желтая глина, экологический продукт, во что превращается и в какую красоту оборачивается. Что питаете от своей работы? Что отдаете своей работе? У меня все взаимно. Я заряжаюсь, наверное, скорее всего, от этого материала, от самой работы. Дает подпитку такую, что, можно сказать, в таком смысле, как будто горишь работой, очень сильно вдохновляешься. И тем самым, естественно, эта энергия выходит уже, воплощается в такую вот прекрасную среду, вот, где у меня везде кувшины, где дети, где творчество. В полной мере происходит волшебство, потому что когда дети приходят в нашу школу, они буквально окунаются, можно сказать, в какое-то волшебное состояние, потому что это не везде есть, это очень для нас пока что редкое. Да. Поэтому, да, у меня взаимно. Я и от детей питаюсь, и детям отдаю. Я и от глины получаю, и отдаю, и стараюсь даже больше отдавать, чем получать. Отдавая,
желтой глине всю свою энергию, всю тепло. Вот что мы сейчас видим на столе, вот во что оно воплощается? Вот это вот что вот интересненькое. Вот этот мешочек — это копилка. Мы недавно с детками придумали, как из глины сделать не просто симметричную работу, а более пластичную. То есть вроде бы вот она ну, как бы твердая, уже готовая, уже обожженная, уже прошла все стадии, но при этом по ней видно, что она пластичная. У нее формы такие изгибистые, она прекрасная, как будто это действительно мешочек, который сделан из ткани. Вот очень интересно, прорезь есть, монетки есть куда кидать, Да, а как же опустошать? Мы думаем над тем, чтобы делать прорезь на дне, но пока что будем оставлять так. Надо уметь и прощаться с такими изделиями. Очень жалко было бы. Так, еще один кувшин красивый перед вами. Это молочник. Он как раз в преддверии вот весенних праздников. У нас есть целая серия на тему тюльпаны или крокусы, и даже подснежники мы делали. Поэтому я сегодня принесла один образец показать, такой прекрасный молочник с вот такими вот изысканными астролистными тюльпанами. Чудесная работа. Да, спасибо. Еще вот. одна. Еще одна Ну работа, и, кувшин. естественно, вот можешь взять в руки, Я могу Светлана, взять. да, это кувшин, он ну, для вина, естественно, и в нашем стиле, с виноградами, листьями и даже с завитушками. Все сделано вручную, каждая виноградинка, каждая веточка, каждый листочек, все было приклеено вручную, оформлено, задумано. Это тоже одна из серий, которые мы недавно тоже с учениками придумали, что мы можем оформлять в нашем стиле, потому что наш регион богат виноградами, надо показывать красоту. Да, цветы нас сопровождают везде. Из глины такая нежная роза получилась. Да, да. У нас тут еще работы есть. Не знаю, успел оператор показать, нет? Да, есть вот эта работа, чем отличается, это полностью уже глазурованная, покрытая изначально ангобом. Здесь больше стадий проходит изделие, потому что здесь нужно делать несколько обжигов. И в конечном итоге вот получается вот такая вот прекрасная работа. Это тоже ручная работа, тоже задумана. И тоже одна из серий под названием «Гагаузия». У нас таких бутылок много, и кувшинов больших 6-литровых делаем. Возможно, в будущем, наверное, может быть, даже сделаем выставку такую, где покажем прекрасные просторы нашего региона и как бы тем богаты. Секундочку, Да. пожалуйста. Пожалуйста. То есть это не стеклянная бутылка, это Нет. гончарная работа Да. целиком? Да, это полностью гончарная работа. Она и внутри глазурованная, она и снаружи глазурованная, оформлена. Вот мельницы наши, которые как бы характеризуют нас: виноград, арочки. Вот. Замечательный сувенир. Спасибо. И не просто сувенир, а сосуд для хранения нашего гагаузского вина. Да. Ну, в общем, Подсвечник идей, вижу. идей очень много. Мы стараемся воплощать в реальность все, но больше всего у нас, знаете, идет подпитывание нашей истории. И поэтому вот если посмотреть, здесь практически все, что связано с нашей жизнью, что нас характеризует, как народность, как и историческую этничность, так и как прекрасных трудолюбивых людей. Поэтому вот даже по вот этому образу можно судить уже о том, какие у нас потребности в обыденной жизни и что бы мы бы хотели увидеть у себя дома или где-нибудь еще. Вот это вот, нельзя никак не показать. Да, это чашечка Вот только именная. посмотрите на Это для тех, у кого буквы имя начинается с буквы И, и даже точечка Например, Ирина. в виде сердечка. Да, Илья, это для влюбленных. да, да, мы делаем такие чашечки для, например, молочников, чтобы выпить немного молока или кофе. Очень необычно. Из таких чашек очень вкусное получается питье. И даже чай раскрывается, и кофе вкусное. И
вот здесь вот еще одна тоже очень удивительная работа, я не успела посмотреть на нее. Мы в Масленица преддверии, да, 2022. масленицы готовили вот такие вот сувениры. Это, правда, не глина, это гипсовая работа, но мы постарались передать символами, через знаки, через наши как бы узнаваемые как бы символы, показать нашу культуру. И, естественно, солнце всему дает жизнь. Вот. Ульяна, ну, вы правильно сказали, что возрождая гончарное ремесло у нас в Гагаузии, вы придерживаетесь того быта, который присущи нашему народу испокон веков. Да. Это все на самом деле очень красиво, все очень интересно. Я знаю, что вы, работая с детьми, еще прививаете любовь к истории, к культуре, к творчеству. Это второй момент, это воспитательный момент и в то же время поучительный момент. Вот Масленица у нас уже чуть-чуть в прошлом осталась, но сегодня 8 марта, воскресенье прошлое, мы отмечали этот замечательный праздник. Рассказывайте детям о наших традиционных праздниках тоже. Конечно. Мы обычно всегда обсуждаем разные темы, которые в которых как раз вот находимся. Поэтому, естественно, мы с детками, прежде чем придумать, мы вместе думали над дизайном, и каждый предлагал, что можно поместить на, например, это панно. И в общей сложности путем такого общего мнения у нас вырисовалась такая вот картина. Потому что все знают, что на Масленицу веселятся, встречают первые лучи теплого солнца, раскрываются цветы. Ну, естественно, здесь еще и исторически мы подошли, потому что, если обратить внимание, слова написаны при помощи клинописи. И когда мы делали этот способ письма, это вызвало столько интереса у детей, потому что те, кто прошли в школах эту тему, например, клинопись — это из Древней Месопотамии, да? И это первая письменность, и они сразу начали вспоминать, а потом еще я им задачку задала, там, если, например, была бы библиотека, созданная из глиняных табличек, и при пожаре что бы случилось, потому что это есть такая легенда, которые еще в школах рассказывают, возможно. И, конечно, мои ученики включали воображение и понимали, что при пожаре такой библиотеки еще больше укрепились бы книги, потому что глиняные таблички, где клинопись, они бы обожглись. То есть они понимают прекрасно. Поэтому и до наших дней дошла эта письменность. Вот сейчас мы в преддверии 8 марта тоже создаем для своих мам такие же панно, тоже написали клинописью, тоже солнце, но уже с лучами в виде сердечек. К сожалению, я сегодня не смогла принести, потому что он пока что в разработке, но я думаю, что мои ученики успеют удивить своих мам и обрадовать их. Педагогический труд, он тяжелый. Вам по силе совмещать и ремесло, и обучать детей? Конечно, да. Мне педагогика очень помогла. И как я обычно и повторюсь и говорю, что я не вижу разницы, что преподавать, свой предмет или глину, как обычно я говорю, потому что на самом деле бывших педагогов не бывает. Или надо родиться, скорее всего, педагогом, учителем и уметь преподать прекрасно на высоком уровне любую науку, любой предмет и даже ремесло. Поэтому мои ученики в большом плюсе. Вы в свое искусство что вкладываете, что вот такие чудесные произведения рождаются? Какими качествами должны обладать? Мы много всего Немец? Вкладываем. Я даже думала, чем они ценны. Во-первых, они ценны нашим душевными переживаниями, потому что мы думаем вместе, как можно что-то новое создать, что сочетать. Во-вторых, мы вкладываем туда наше личное время. Мы вместе его проводим с радостью, вместе с детьми создаем что-то новое, что-то интересное, творческое, прекрасное. Поэтому и сюда, кроме всего, кроме воображения, мышления, общения и других разных психологических, социальных качеств, развития мелкой моторики, мы вкладываем самое дорогое — это наша любовь, да, наше переживание и наше драгоценное время.
прожитое вместе с учениками, и в том числе и мною, потому что школа, можно сказать, это мой третий ребенок, потому что я живу этой школой, я живу своими учениками, мы вместе творим прекрасное и стараемся расти вместе. Когда мы с вами в последний раз виделись в этой же студии, вы приехали с экспозиции или фестиваля. Фестиваль был в Турции, который проходил, да? Очень хорошо запомнила то, что вы сказали. Но по эмоциям многие гости удивились тому, что это ваша работа, это на самом деле вы выполняли своими руками. Гончарное искусство, оно женских рук дело? Я, конечно, наверное, не смогу ответить точно на этот вопрос, потому что для меня да. Хотя все ассоциируют гончарное ремесло с мужским делом, потому что это испокон веков передавалось, можно сказать, от отца к сыну, от деда к внуку. Ну, это было, можно сказать, семейное дело. И чаще всего кажется, что здесь нужна мужская сила. Но глядя вообще, рассматривая развитие гончарства в разных странах, я увидела, что, может быть, до начальной стадии, до разработки глины, обработки, переработки, до гончарного круга, в основном это, кажется, дело мужчины, но дальше большинство делают женщины. У них получаются более изящные формы, более такие, как будто... Грациозные кувшины. Да, да, да. Я не хочу как бы говорить точно, что вот у мужчин так, у женщин так, но это моя точка зрения. Мне очень легко. И мне кажется, что я как раз на своем месте нахожусь и способна развивать это ремесло и обучать. Поэтому вот это моя точка зрения. Ну вот вы сейчас еще раз подтвердили то, что женщина сегодня, она всюду себя реализует и не боится ни дорог, ни сферы политической, ни сферы экономической, ни сферы культурной. Женщина всюду, везде, и за что бы она ни бралась, она все это делает, начиная от начала и до конца, и делает это с большой ответственностью. Что вы скажете о женщинах, с которыми вы сталкивались в жизни? Женщина 21 века, она какая? Ну, сейчас в первую очередь напрашивается слово «сильные». Женщины становятся такими выносливыми и сильными, наверное, за счет того, что хотят реализовать себя, и в это время есть прекрасная возможность реализовать, показать себя не только с творческой стороны, правильно, в разных сферах, и в политике есть прекрасные женщины, одновременно и хрупкие, и стойкие, и сильные, и в экономике, и я ими прям просто восторгаюсь. И все те женщины, которые меня окружают, мои знакомые, подруги, они просто являются собой примером того, насколько они прекрасны, насколько они сильны, гибкие в этом времени. В то же время остаются и женственные, и душевные, потому что, скорее всего, то, чем женщина занимается, вот, например, самореализация для меня означает, это значит что-то делать с душой, вкладывать прям всю душу свою, а это значит любовь. В это время как раз-таки и нам необходимо все делать с любовью. Семья создается благодаря любви, а если работаешь с любовью или самореализуешься с такой сильной огненной любовью, то это уже не работа, а это уже удовольствие. Поэтому, когда женщины, вот все вокруг меня, они на самом деле очень молодые, очень открытые, очень сильные. И это все в совокупности показывает их силу характера, энергию и духа. Поэтому я ими просто восторгаюсь и хочу, чтобы так дальше было. Я не говорю о том, что они занимают места мужчин. Мужчины и женщины, мы не должны никогда не противопоставлять друг другу себя, потому что у всех своя роль в этой жизни, в обществе, на работе, в семье, и мы друг без друга не можем. Но сейчас прекрасное время, которое создается для того, чтобы себя действительно показать в полной мере. Столько замечательных и правильных слов сказали в адрес женщин. А что бы вы им пожелали сегодня?
Любви. Вот это тот самый аккумулятор, который держит нас. Много любви отдавать и принимать. Отдавать любви везде и принимать любви везде. И вот это, наверное, ключ к успеху во всем. В семье, в обществе, на работе. И тем самым женщина остается практически всегда молодой, энергичной, яркой, свежей, очень такой общительной, умной. Поэтому я им всем желаю вот этого большого понимания, большой любви, отдачи и получать. А все остальное, оно несет за собой именно вот этот вот стержень, вот этот аккумулятор любви, он несет все за собой. Дальше уже больше желания, больше стремления, больше хотения. А женщины, они такие, как бы отдающие себя полностью, что если их только поджечь, немножко огонечек, то они будут гореть, они будут вести за собой. И с этими женщинами просто приятно находиться в обществе, приятно общаться, приятно восторгаться и даже гордиться такими женщинами. Все очень правильно подметили. Мы поздравляем с сегодняшним праздником. Спасибо, Светлана, большое. Вам женского счастья. Спасибо. И солнечные искорки в ваших глазах. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. А я хочу нашим телезрителям напомнить, что вместе с нами свое праздничное утро начинала Ульяна Трандофилова. Единственная женщина-гончар, живописец и керамик. Ульяну провожаем, а программа продолжается. Она так сильно любила, ему пора параллельно. И эта боль в груди невыносима. Он для нее был целой вселенной. Она так сильно любила, ему пора параллельно. И эта боль в груди невыносима. Он для нее был целой вселенной.
невыносимо. Он для нее был целой вселенной. Женщина – это загадка, женщина – это вдохновение, женщина – это энергия, это жизнь. Жизнь дающая и жизнь несущая, жизнь вдыхающая. И наша гостья, третья гостья нашей утренней программы напрямую связана с этим. Женщина, которая посвятила себя вокалу. И не только вокалу, но любовь к вокалу привила своей дочери и воспитанникам, которым также прививает навыки. И навыки исполнения, навыки пения, любовь к музыке. Женщина сама музыка. С нами вместе Наталья Кирилловская, педагог по вокалу. Да, мама Насти Кирилловской, которая на международном уровне прославила и дала себя полюбить, дала возможность себя полюбить именно своим голосом и творчеством. Наталья, доброе утро. Здравствуйте. Как Доброе настроение? Утро. Отличное. С праздником бодрое. вас, с женским. Чудесного вам настроения, позитива. И, конечно, вот этот посыл энергии теплый, который в вас живет, пусть он никогда не угасает. Спасибо. Вы в вокале 10 лет. Вот. Мне всегда очень интересно. Педагог, работая со своими воспитанниками, сам живя вот в этой творческой среде, он каждого ли может научить петь? Ну, я думаю, что педагогика — это не просто обучение чему-либо. Это сама жизнь. И это как будто бы для меня это не просто жизнь, это игра. Я играю в то, что мне нравится. Мне очень нравится проводить время с детьми. И я всегда радуюсь общению, потому что они открытые, искренние, настоящие. Вот. И вот эта игра совместная, она уже выливается в то, что, оказывается, нам нравятся одинаковые способы игры. Вот. Мы любим петь, поэтому, когда мы поем, мы наслаждаемся. Вот. И все получается. Помогает ли занятие спортом вокалу? Спорт вообще необходим для того, чтобы чувствовать себя здоровым человеком. И он поднимает энергетику. Потому что когда ты поешь и когда ты выходишь на сцену, а если ты энергетически слаб, болезненен, подавлен, то ты не сможешь выразить вообще ничего на сцене. И энергетически сам зритель почувствует, что что-то не то. То есть однозначно нужно соблюдать режим дня, нужно правильно питаться, нужно заниматься спортом. Все это необходимо, чтобы быть здоровым человеком и радоваться, и давать энергию другим через вокал. Что значит петь красиво? На мой взгляд, петь красиво — это передавать собственную мысль, собственную энергию, собственные чувства через музыку. Вот. Очень часто такое бывает, что исполнитель может где-то сфальшивить, не попасть, но это не означает, что он плохо поет. Это очень такой волнительный момент, тяжелый, это нужно сосредоточиться, и поэтому иногда бывают небольшие промахи. Но когда вы слушаете исполнителя, и вы чувствуете энергетически и сопереживаете, понимаете, что он понимает смысл песни, о чем он поет, и что он, можно сказать, искренен. То, что он поет, то он и чувствует. Вот. И, естественно, там мурашки по коже, какие-то чувства внутри. То есть ты это ощущаешь. Вот я называю это хорошо петь. Вы, наверное, в первую очередь педагог по вокалу для своей дочери Анастасии Кирилловской. В прошлом году Настя покорила жюри и зрителей своим исполнением, своим голосом. Вас она покорила своим исполнением, достойно выступила? Да, и я восхищена Настей
Во-первых, я удивлена, что она справилась морально, энергетически, психологически с теми трудностями, которые были. Вот. Выдала она по максимуму. Это было супер. Я считаю, что на самом деле вот эту закулисную жизнь ее не видно. Видно только то, что было на сцене, и кажется, что все было так радужно, а сколько было переживаний и слез, естественно, никто не знает. Знает только мама. Я знаю это. И мама плакала, и Настя плакала. Поэтому все вот так вот. Но я считаю, что... Я вот сейчас смотрю видео, и для меня это вау. Во-первых, качественная видеосъемка, хороший звук, и он позволяет мне насладиться тем, что Настя может, как она может исполнять. Потому что очень важно, может исполнитель хорошо петь, но его зритель не услышит, если плохой звук. Если мы напомним нашим телезрителям о конкурсе, в котором принимала Анастасия участие, и песни, которые она исполнила. Какие она исполняла песни? Она исполняла песни на английском языке. Я сейчас очень-очень буду тяжело вспоминать, как они называются. Билли Айлиш, Ocean Eyes. Вы меня поставили большую задачу, потому что я-то говорю на русском, а мой ребенок отлично знает английский язык. И когда мы выбираем, я говорю, вот эта песня отличная, у тебя она классно получается, давай ты ее будешь петь. Она ее заучивает, текст, и я вообще в этом отношении по произношению нет, ни в коем случае. Но когда у нее возникают проблемы, она не может определенную ноту взять, или она не знает что-то как-то, технически я ей подсказываю, или она у меня спрашивает, ну, как тебе нравится? И я говорю, ну, вот здесь вот было бы по-другому, было бы лучше. Все, вот так мы работаем. На нашей последней встрече Анастасия сказала так: ну вот я вышла, я исполнила, я спела, ну и все. А мама-то педагог, она, как всегда, за кулисами. Я знала, она что она спела переживала. Отлично. Нет, ну как переживала? Сейчас я вам объясню. Волнение это все равно ощущение. было, этого не скрыть. Да. Да, Каково за кулисами наблюдать за своим воспитанником? Это очень интересное ощущение, когда ты знаешь, во-первых, что тебя снимают, и ты не можешь расслабиться в этот момент для того, чтобы, ну, действительно так попереживать. Вот. Но я ощущала сам момент. То есть то, что она ощущала, когда она вышла, чувства, ощущала те же самые я. Я была как будто бы уверена в том, что происходит. И смотря на экран, я была совершенно в другой студии, и на экране показывали видео, как она выступает. Я понимала, что она начала в каком-то месте чуть-чуть волноваться и закрыла глаза. Когда она закрыла глаза, она позволила самой себе не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Потому что это огромное волнение, хочется исполнить хорошо, но вот это вот, я бы сказала, это страх. Страх сделать что-то не так. И он мешает. То есть любой исполнитель, он не может позволить зрителю услышать красоту своего голоса, если он боится. То есть во время страха происходит сжатие, в том числе и вот голосового аппарата. Вот, Вы и она над этим расслабилась. работаете, вот зная вот эти моменты, Здесь немаловажны? это психологическое, да. То есть нужно настроить, сказать, что все хорошо, у тебя все хорошо получается. Естественно, я вижу, что сомнения все равно в глазах есть, и я продолжаю говорить, что все хорошо. Вот, это первое. Ну а второе, мы постоянно работаем. И когда ты работаешь, и записываем, и когда ты прослушиваешь, ты понимаешь, хорошо. И чем больше записей, тем лучше. То есть для того, чтобы одну песню исполнить, нужно много-много-много раз ее пропеть. Чем больше ты ее пропел, тем более уверен ты в материале. И поэтому это как выучить стих. И рассказать его с выражением, только под музыку. Сегодня Анастасия не смогла прийти в нашу программу, но цель была рассказать о вас как о педагоге по вокалу. И тем не менее, вы привезли материал,
Анастасии. Да, да, да. Это Исполнение. видео, получается, оно с четвертьфинала. Вот. Есть еще полуфинал, и в финал мы не вошли. Вот. Мне показалось, что с четвертьфинала будет интереснее, потому что перед выступлением есть нарезки видео, где она выступала только на отборочном туре. И мне показалось, что вот будет интересно зрителям увидеть это, посмотреть. Мы это видео сейчас обязательно посмотрим. Но, Анастасия, вот последний вопрос. Скажите, самый успешный ваш ученик? Самый успешный мой ученик. Я вообще не расцениваю успех как достижение какого-то уровня. Для меня, во-первых, заниматься пением — это твоя жизнь. То есть, если ты уже делаешь то, что тебе нравится, это уже успех. Вот. Сколько таких успешных у вас? А у меня есть и большие, и маленькие. И так получилось, что я какой-то период времени уезжала из Камрата, и у меня были дети, которые пошли сейчас к другому педагогу. И я считаю, что они достаточно успешные, и с тем педагогом тоже у них очень классно все получается. Я за них рада. Сколько их, я считать не буду, потому что я сейчас запутаюсь. Но я не сказала, что их так много. Нет, абсолютно. То есть детей, которые любят петь, тоже то есть их немного в Камрате, их ограниченное количество. И что самое интересное, что есть дети, у которых нет достаточно данных, чтобы выйти на сцену, но они любят петь, и они приходят. И это тоже С ними успех. тяжело работать? Да, да. То есть нужно, вот, допустим, я работаю с детьми, у которых логопедические проблемы. То есть ребенок какую-то букву не выговаривает, либо проблемы с дыханием, возможно, что-то эмоциональное. Да, когда были маленькие у меня, с одним мальчиком занималась, он заикался. То есть чаще всего врачи говорят детям, родителям говорят о том, что если есть какие-то проблемы, то ребенок должен просто петь. Все. И они обращаются к педагогу, который бы правильно вместе с ним пел, потому что можно напрягать голосовой аппарат и таким образом травмировать. И тогда не будет никакого результата от этого пения. То есть Вот. вы своего рода еще и доктор. Да, да, это очень интересно, потому что это исследование. Мне так нравится исследовать взаимоотношения между людьми. Мне нравится исследовать голосовой аппарат и работу тела. И мне нравится исследовать психологию. И это когда все вместе соединяется. Конечно же, книги я читаю, но меня больше всего возбуждает вот это вот собственное открытие. Это прекрасно, когда ты, вау, это оказывается вот так должно быть. Это очень интересно. Анастасия, а сегодня мы говорим о женщинах, о прекрасной половине человечества. Женщины 21 века, они какие? Они свободные. Они свободные, они энергичные, вот, они жизнерадостные. Я их так вижу. Вот. Они очень предприимчивые, они креативные. И я очень рада, что родилась в это время, потому что для меня множество возможностей есть. Буквально 100 лет назад женщинам было намного сложнее. Вот. То есть до нашего рождения женщины потрудились над тем, чтобы мы имели вот такие возможности. И имели возможности просто развиваться, жить, быть любимыми и быть наравне. Нет разделения в полах. Мужчины и женщины наравне. По-моему, это прекрасно. И в этот замечательный день Спасибо частичку большое. счастья и тепла дарим Спасибо вам большое. также. Я вам желаю, чтобы вы побольше открытий, приятных открытий для себя делали, работая и занимаясь своим любимым делом. Спасибо большое. Вам счастливого дня, женского счастья и улыбок. Наталья Кирилловская, педагог по вокалу, вместе с нами начиналось сегодняшнее праздничное утро. Наша программа продолжается. I've been watching you for some time. Când am venit la Superstar, am simțit
frică și multe emoții și am crezut că nu trec mai departe. Wow, 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 wow! Extraordinar, mă! Pleacă de aici, nu se poate! Dar am înțeles că eu cânt bine și totul este ok și mi-au confirmat că sunt bună și sunt ok, sunt bravo, cred că. Ai o voce fantastică, fantastică! Eu am avut impresia că e înregistrare, măi, cântă în radio. Ai cântat perfect. Perfect. Habar n-ai cine ești. Eu sunt din Găgăuzie, Moldova, orașul Comrat. Și acolo noi vorbim mai mult limba rusă, dar încă limba găgăuză, bulgară și din cauza acesta nu prea bine vorbesc limba română. Din perioada asta la Superstar am exersat să vorbesc și cred că eu vorbesc mai bine și toți spun că vorbesc mai bine decât am fost. În Găgăuzie nu sunt mulți oportunități pentru artiști și pentru cântăreți, dar norocul a fost că mama mea este profesor de canto și am învățat să cânt de la ea. Mama mea este foarte mândră că eu sunt la Superstar și ea mă dă putere și încredere în sine. Cred că Superstar poate să mă ajute să devin artist bun și să fac un rost în cariera mea. Bună seara! Bună seara, Настя! Vai, o să leșin! Ia! Pa! Ok, hai! N-am știut cum poate așa. Hai! Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to help me with the word? But it took some time to survive you. I'm better on the other side. I'm a good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me wrong. So if you don't wanna see me dancing with somebody, Ei, papa! Bun, bravo! you will never believe that anything could stop me. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. If you don't wanna see me. If you never believe that anything could stop me. Don't show up, don't come out, don't stop caring about me now. Walk away, you know how. Don't stop caring about me now. Don't come out, don't come out, don't show up, don't show up. Walk away now. Ei! Mulțumesc! Mardın 8'i Zamandaş gününde kutlaması o gün açan nişanlanır. İlk yaz kar yalpaklı,
Karıların çalışkanı, güzelliği hem de dayanıklı angılarını onlar kendi yaşamasında götürürler, kendi ailesinde, çalışma uğrunda hem de yaşamasında. Bizim programımız yaklaştı kendi sonuna. Her birinize dilerim güzel bir günü, karıların günü kutluca olsun.